20 апреля 1921 года Ефрем Эшба направил доклад о политическом положении в Турции Совету пропаганды и действий народов Востока. Напомним, что Эшба и Лакоба с января по март 1921 года находились в командировке по заданию Владимира Ленина для изучения ситуации в Турции. 20 апреля 1940 года Рауф Лакоба, сын Нестора Лакоба, направил заявление на имя Лаврентия Берия, в котором писал: «Арестован я 31 октября 1937 года, то есть в возрасте 15 лет, и предъявлено мне обвинение в антисоветской агитации. В первом и втором следствии, произведенных в НКВД Абхазской АССР, виновным я себя не признавал и говорил правду. Но на следствии в грузинском НКВД в сентябре 1939 года меня вынудили признать таковые обвинения, от которых я категорически отказываюсь. Мне обидно, гражданин народный комиссар, что в это время, когда в мои годы нужно учиться, приобрести знания, я же скитаюсь из тюрьмы в тюрьму и несу такое тяжелое наказание, по существу не совершив никакого преступления». 20 апреля 1993 года председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенба обратился к главе администрации Воронежской области Александру Ковалеву. Правительство Абхазии просило рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи населению республики, испытывающему тяготы и лишения военного времени. 20 апреля 2008 года ПВО Абхазии сбили грузинский беспилотный самолет-разведчик в районе села Гагида Гальского района. Самолет совершал разведывательный облет и был уничтожен на высоте около 6000 метров. Тбилиси вначале отрицали принадлежность сбитого самолета-разведчика к грузинской стороне, но после того, как абхазские военные заявили, что обломки самолета-разведчика обнаружены, Грузия вынуждена была признаться, что сбитый самолет-разведчик принадлежит МВД Грузии. Но при этом обвинили военно-воздушные силы России, якобы российский МиГ сбил беспилотный самолет. 20 апреля 2013 года в Абхазию прибыла большая группа репатриантов из Сирии численностью 145 человек. Наши соотечественники прилетели из Бейрута в Сочи на зафрахтованном правительством Абхазии самолете. С начала сирийского кризиса с мая 2012 года небольшими группами на родину вернулось 186 человек, в том числе студенты, школьники, пенсионеры. Большую активность проявило гражданское общество, что помогло процессу адаптации репатриантов. 20 апреля 1950 года родилась Махинур Пабба, историк-этнограф, писатель, переводчик. Пишет на турецком и абхазском языках. В 1973 году впервые посетила историческую родину Абхазию. После знакомства с народным поэтом Абхазии Багратом Шинкуба приняла активное участие в переводе и издании на турецком языке его исторического романа «Последний из ушедших». Многие годы была помощницей выдающегося представителя абхазского зарубежья, поэта и историка Омара Бейгуа. В переводах Махинур Пабба в разные годы вышли на турецком языке абхазский эпос «Нарские сказания», Абрыскил, абхазские сказки. Она автор научно-публицистического очерка, вышедшего отдельной книгой «Апсилия и Цибильда», книги о первой турецкой художнице Михри Мюшфик, происходившей из семьи абхазского князя Ахмеда Расимпаши Ачба. В ее переводах изданный роман Виталия Амаршин «Царь Леон» и учебное пособие «История Абхазии». Она руководила Абхазским культурным центром в Стамбуле. За заслуги в пропаганде абхазской культуры, сохранении и систематизации наследия Омара Бейгуа, за вклад в развитие абхазоведения и абхазской художественной литературы Махинур Пабба награждена орденом Ахтявша. 20 апреля 1951 года родился Владимир Камкия, герой Абхазии. Во время армейской службы в Заполярье приобрел воинскую специальность наводчик миномета. Знания и опыт, приобретенные в армии, оказались полезными в дни войны. Он воевал в селе Мыркула и был заместителем командира роты, которой руководил Илья Зарандия, после гибели которого стал командиром роты. Его невозможно было удержать, он всегда рвался на передовую. В сентябре 1993 года в бою при освобождении села Тамыш он получил осколочное смертельное ранение. За последние 10 лет, в день 20 апреля, самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году, это 20 градусов. Самая же низкая в 2009 – 9 градусов.